Исламский информационно-образовательный портал Azan.ru представляет. Рамадан – это возможность подняться на более высокий уровень перед Аллахом. Муфтий Абдуррахман ибн Юсуф Мангера. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи хамдан кафиран таййибан мубаракан фи мубаракан алейхи кама юхиббу раббуна ва ярда. جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Всевышний Аллах сказал в Коране: месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран. Садак Аллаху аль-Азим. Мои уважаемые братья и сестры, у нас была беседа о Рамадане, что мы должны делать в Рамадан и о тому подобных вещах. Так я не буду долго говорить об этом. Я оставлю немного времени, если у вас будут вопросы. Но поскольку Рамадан наступает уже очень скоро, через пару недель, есть некоторые моменты, о которых следует упомянуть, о которых, возможно, мы еще не говорили. Несколько вещей, которые я упомяну. Некоторые из вас, возможно, уже слышали об этом прежде, поскольку мы обсуждали эти вещи в общем перед Рамаданом, так что это будет напоминанием. Итак, главный момент, что мы хотим извлечь как можно больше из Рамадана, наши цели и устремления с самого начала, в том, чтобы этот Рамадан был лучше, чем предыдущие Рамаданы, и фактически, чем любой Рамадан до этого, поскольку это возможность, которую Аллах Субхану ва Тааля дает нам каждый год. У нас есть потенциал сделать больше и обрести больше, чем раньше, за это небольшое время. Так что мы должны использовать его как можно лучше, чтобы обрести это. Ибо это может быть наш последний Рамадан. Такая возможность тоже может случиться. У нас может не быть других Рамаданов. Итак, суть Рамадана в том, чтобы подгонять нас, подтолкнуть нас к другому уровню. И мы надеемся, что он будет выше, чем в другие Рамаданы перед ним. Но чтобы достичь этого, нам нужно готовиться. Чтобы извлечь всю пользу от чего-то, нужно подготовиться к этому. И способ подготовиться – это попытаться распределить основные дела, хлопоты заранее. У всех есть дела, которые нам приходится делать в Рамадан. Это часть нашей жизни. В Рамадан люди продолжают есть, у нас лишь меняется распорядок, а мы продолжаем жить среди людей. Нам нужно ходить в школу, людям нужно ходить на работу, делать повседневные дела, ходить в магазин и тому подобное. Но чем больше мы сможем попытаться сделать заранее, тем больше мы сможем посвятить себя основным делам Рамадана, противоположность мирским делам. Я понимаю, я не думаю, что это возможно, приготовить всю еду заранее и только ее съесть. Я имею в виду, нам все еще нужно разогреть еду и так далее, но если мы сделаем большую часть приготовлений, к примеру, составим меню на Рамадан на каждый день, что мы собираемся готовить, поскольку для некоторых женщин это самая сложная вещь. Сложнее самого приготовления пищи решить, что же она хочет приготовить. Это важное психологическое решение, которое нужно принять, поскольку они думают о том, чем им хочется угостить людей, которые сядут есть, и что они сами любят, и о том, готовила ли она это раньше, пробовали они это раньше, не будет ли это повторением одного и того же. Ей хочется угодить своим домашним. Но если вы обдумаете этот момент заранее и составите меню заранее, это будет легче. Также заранее закупите все, что можете. Об этом тоже можно позаботиться заранее. Сколько вам нужно мяса или иных продуктов для этих блюд. Многие вещи можно сделать заранее. Итак, еще раз, все, что можно, подготовьте заранее. Все, что можно, организуйте заранее. Это очень помогает, чтобы в Рамадан вам не пришлось суетиться, пытаясь сделать сразу несколько дел. Это отбирает ваше время, забирает многие блага, которые вы могли бы получить во время Рамадана. Это первый момент, который мы можем спланировать и подготовить, сделать заранее эти вещи. Второе, что нужно для успешного Рамадана, что вы хотите сделать больше в этом году? Если в прошлом году я прочитал столько-то из Корана, прочитал еще что-то, размышлял над тем-то, сделал столько-то зикра, то в этот раз я хотел бы сделать еще больше всего этого в Рамадан. Я хочу привлечь свою семью к этому. Например, я хочу, чтобы они все участвовали в этом.
Как можно посодействовать этому? Какие планы составить? Какую стратегию избрать в этом отношении? Я считаю, что мы должны таким образом планировать. Мы стараемся устроить что-то вроде соревнований. Кто прочитает больше, не только больше прочитать из Корана, но прочитать больше тафсиров, кто больше размышляет над прочитанным. Это могут быть и другие дела, к примеру, помочь кому-то еще, неимущему человеку, может быть, поучаствовать в устройстве ифтара в какой-то день, к примеру, в мечети, поскольку кормить людей в Рамадан – это хорошее дело. Хорошо помочь кому-то открыть пост. Но если то, на чем вы полностью сосредоточены, мешает вам читать Коран, к примеру, вы готовите весь день, на каждый день, то это неумеренность. Что мы слышали от наших шейхов прошлого? К примеру, шейх Закария, рахматуллахи алейх, у него дома были женщины, которые готовили основные блюда, но он обычно заказывал хлеб или роти, индийские лепешки, или что-то еще, чтобы им было легче, чтобы им было полегче. Но как быть тем сестрам, которые пекут роти на продажу? Им вообще некогда будет заняться каким-то поклонением, так что нам придется учитывать все эти вещи. Я не имею в виду, чтобы мы начинали заказывать лепешки у этих сестер, которые этим занимаются, поскольку им также хочется заняться ибадатом, но, может быть, они сделают заранее какой-то запас или что-то в этом роде. Итак, в любом случае, есть определенные вещи. Главное, о чем я хотел бы сказать о Рамадане, что нам следует увеличить количество прочитанного из Корана, ибо за каждую букву, за каждый аят мы получаем 10-кратное вознаграждение. Но наряду с этим месяцем Рамадан, это также месяц тахаджуд-намаза, и какому бы расписанию вы ни следовали, если у вас очень ранний восход, у вас остается совсем мало времени на тахаджуд. Но поскольку женщины молятся дома, они обычно не ходят в мечеть. Они не ограничены временем, которое отводится в мечетях для завершения Корана. Если у вас есть дети или иные члены семьи, кто выучил Коран, кто знает наизусть Коран, пусть они после чтения 4 ракатов таравиха в мечети вернутся домой и прочитают остальной намаз дома, чтобы другие могли поучаствовать. Если у вас дома есть хафиз, вы можете организовать намаз с кем-то из родных, с кузенами или кем-то еще, чтобы женщины могли прочитать таравих дома. Это очень хорошо, если вы сделаете это для них. Мы дома делаем это последние несколько лет, поскольку это весьма полезно, поскольку ваши женщины также смогут участвовать в таравихе дома с другими членами семьи. Это еще одна вещь, которую можно сделать. Наряду с этим старайтесь делать тахаджуд намаз каждый день. Пусть это будет 2 или 4 раката. Я понимаю, для людей, у которых очень рано восход, у них реально не остается время между закатом и восходом. Время сухура может быть в час ночи или чуть позже, и остается всего час или чуть больше. Если вы заканчиваете таравих около 12, у вас есть час для всего остального. Если вы приготовили все заранее, вы можете провести это время. Самое замечательное будет, если вы сохраните свое омовение от Иша до Фаджр. Это будет здорово, если вы сможете провести всю ночь в омовении и сделать фаджр с тем же вуду, с каким вы совершали Иша и таравих. Мы часто слышали и читали в книгах о людях прошлого, которые делали это. Но Аллах сделал это реальным для нас. Это легко. Вы даже можете сделать это со времени Магриба. Это будет еще лучше, если вы надолго сохраните вуду. Так, в этом много блага, если вы совершаете тахаджуд. Теперь о посте. Пост очень долгий. Самое главное во время поста — не тратить попусту время, а использовать его как можно лучше. И когда вам нечего делать, не тратьте время около телевизора или в интернете. Я знаю людей, которые вообще отключают телевизор в это время. Он есть у них дома, но они отключают его на Рамадан. Многие люди делают это. Но речь не только о телевизоре, но и WhatsApp-видео, которые люди нам присылают, или в Фейсбуке. Это тоже нужно свести к минимуму. Если вы сможете выйти из всех групп на время Рамадана, это будет лучше всего. Оставьте те, которые вам нужны больше всего. Я имею в виду, что вам следует научиться игнорировать это. В это время нужно игнорировать подобные вещи как можно больше.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто постится в месяц Рамадан с иманом и усердием, ему простятся его прошлые грехи. Имеется в виду, что кто постится ради Аллаха, из-за веры в Аллаха, а не потому, что так положено делать. Если я это не сделаю, я буду плохо выглядеть. Но только потому, что я делаю это ради Аллаха, субхану ва тааля. Это может сделать наш пост гораздо легче. Если у вас будет конкретная цель, вы делаете это по определенной причине, все становится легче. Что касается жары, альхамдулилля, у нас уже был опыт этих вещей в прошлом. И что самое замечательное, когда вы начинаете это делать, все кажется очень сложным, но Аллах облегчает и делает это легким. Аллах никогда не обязывает нас что-то делать, если это выходит за рамки человеческих возможностей. Аллах не заставляет нас отвечать и брать на себя отчет за вещи, которые находятся вне наших возможностей. Факт в том, что все это для нас возможно, но некоторые вещи мы можем понять только из опыта. Когда я был в Южной Африке несколько лет назад в Рамадан, где пост длится только 12 часов, и лично мне наш пост был приятнее, чем тот, поскольку день поста очень быстро оканчивался. Правда, ночь тоже была длиннее. И в этом было благо. Но пост был слишком короткий. Ты просыпаешься, делаешь что-то, и вот уже аср намаз и магриб намаз. Некоторые ученые говорили, что когда они услышали об этом, а мы заканчивали иша и таравих около 8:30, поскольку таравих начинался в 7:10. Или около того. Простите, иша начинался около 7:05-7:10. Таким образом, мы оканчивали таравих около 8:30. И потом была небольшая беседа, когда я сказал им, что в Лондоне мы в это время только читаем аср намаз и проводим беседу. Уляма были очень удивлены. Они уходят спать в 9 часов. Они уходят спать в 9 часов, 9:30. И у них есть целая ночь. Они встают в 5 часов на сухур и потом уже не ложатся. Тогда они спросили, есть ли у вас какая-то компенсация, как вы можете отдохнуть в это время. Я ответил, что мы даже не нуждаемся в этом. Даже наши дети держат пост, начиная с 7, 8 или 9 лет. Они выдерживают этот длинный пост. Аллах сделал это легким, это прекрасно. Аллах облегчает это. Но чтобы это было легко для каждого человека, нужен иман и ихтисаб, что означает предвкушение, предвидение того, чего вы ожидаете от Аллаха в этот пост. Будет ли это ожидание награды, ожидание приближения к Аллаху, ожидание макфирата, прощения. Почему я держу пост? Что я хочу от своего поста? Пост – это такое бескорыстное действие, которое может делаться только ради Аллаха. Уляма пишут об этом. Если вы молитесь, это может быть ради того, чтобы показаться перед другими. Я молюсь, потому что вокруг меня эти ребята, и я хочу показать им, что я набожный или что-то подобное. Когда вы отдаете закят или садаку, вы делаете это потому, что вы хотите показать другим свое имущество, то есть, что вы очень щедрый. Но когда дело касается поста, тут не может быть двух намерений, как ученые говорят. Ни о каких двойных намерениях речи быть не может, поскольку как я могу показывать людям, что я держу пост? Не есть перед ними, но я могу есть тайком от них, скрываясь, ведь я не нахожусь перед людьми все время. Я просто говорю им, что я держу пост, но это может быть откровенная ложь. Если я остаюсь голодным, это может быть только ради Аллаха. Поэтому только это поклонение, о котором Аллах говорит, что пост – это только ради меня, и я напрямую буду награждать за него. Нет необходимости отправлять ангелов, чтобы они распределяли вознаграждение. Это делает сам Аллах, ибо пост только ради Него. Так что многие ученые утверждали, что в посте не может быть никакого рия, никакого хвастовства. Нам нужно выполнять это ради Аллаха, основание для Него, ради Аллаха, поэтому мы делаем это. Мы хотим увеличить иман, и мы связываем с постом многие ожидания. Я ищу прощения Аллаха, я ищу милости Аллаха, я хочу близости к Аллаху, чтобы Он повысил мой уровень, я хочу, чтобы Он был доволен мной, хочу, чтобы Он благословил меня. Все эти вещи – это ихтисаб. Пророк, алейхиссаляту вассалям, назвал все это вместе ихтисаб. Предвкушение того, чего вы хотите. Если мы обнаруживаем, что мы испытываем жажду, что мы устали, хотим спать, и все это из-за поста и погоды, когда мы держим пост, это все моменты ихтисаба. Думайте о том, почему вы это делаете. Аллах, субхану ва тааля, любит, когда люди думают о Нем. Поэтому уляма пишут, и мы находим это в некоторых хадисах, что иногда грех делает нас ближе к Аллаху, чем обычное состояние удовлетворенности,
когда мы думаем, что с нами все хорошо, мы не сделали ничего плохого. Когда мы думаем: «О, машаллах, я вали Аллаха», или что-то такое, я ничего плохого не делаю. Но так мы не делаем ничего сверхобычного, только обычные обязанности. Но когда человек отступается, совершает грех, он чувствует себя виноватым и часто делает таубу. Это подталкивает его. Субханаллах, как Аллах удивительно все устроил для нас. Даже если мы грешим по ошибке, случайно, будучи в забывчивости, по любой причине, всегда есть время вернуться и даже стать лучше. Это самая прекрасная вещь, которую мы находим в идее тауба в исламе. Что вы, раскаявшись, стать даже лучше, чем вы были до греха. Это не значит, что можно грешить по этой причине, ибо вы так станете хуже, чем раньше. Но если вы оступились, вы оставите самодовольство таким образом. Еще раз, мы хотим не тратить время, мы хотим, чтобы наш пост был таким правильным и настоящим, как только возможно. Нам следует совершать ихтисаб во время месяца Рамадан. Нам следует делать дуа во время ифтара. Нам следует увеличивать чтение Корана, чем раньше. И нам следует совершать дополнительные намазы, как ауабин, хотя после магриба это может быть сложно. Но когда вы встаете утром, когда бы вы ни проснулись, вы можете делать ишрак намаз. 2, 4, 6, 8 ракатов, как можете. Польза от всего этого в том, что так мы заряжаем себя на Рамадан. Так нам легче сохранить это после Рамадана. Не только в Рамадан, когда мы меняем свой распорядок, но чтобы мы делали что-то и после Рамадана. Даже в таравихе мы делаем 20 ракатов. И от пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, передается подобное сообщение: кто выстаивает ночи во время Рамадана, также с иманом и ихтисабом, тому простятся прошлые грехи. Кто выстаивает, а мы выстаиваем, поскольку делаем таравих, как и держим пост, но если вы делаете это с ожиданием результата, вы продвинетесь дальше. Итак, мы просим Аллаха Субхану ва Тааля помочь нам в этом отношении. Рамадан — это месяц Корана, поэтому это было со времени пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сам производил повторение всего Корана, обозрение всего Корана, который был ниспослан к тому времени. А в последний год он сделал это дважды с Джибрилем, алейхиссалям. Уже с того времени, и потом были сподвижники, которые совершали длинные таравихи. Упоминается, что во время Али, да будет доволен им Аллах, и в другое время они совершали длинный таравих, гораздо больше, чем мы. Так что старые люди даже стояли с посохами, чтобы помочь себе выстоять. Фактически слово «тарауих» происходит от «таруиха». Это множественное от таруиха, что означает отдых между двумя ракатами. Если вы посмотрите большинство книг по фикху, вы увидите, там сказано «садиться для отдыха на такое время, какое нужно для совершения 4 ракатов». Если 4 раката занимают 5 или 7 минут, то нужно сидеть 5 или 7 минут после 2 ракатов, а затем совершать следующий. Затем опять садиться, а потом делать следующий. Но мы не сидим сегодня, поскольку у нас нет времени. Даже в тех местах, где пост только 12 часов, как в Южной Африке, Австралии, Южной Америке, даже если у людей есть 12 часов, так было 15 лет назад. Не знаю, все ли делают так. В мечети Харам что они делают? Они делают таваф в промежутке. Мадинатуль Мунаввара, где нет тавафа, они во время этого отдыхают, они во время этого отдыха делают еще нафиль намазы. Согласно имаму Малику, рахимахуллах, одному его мнению, тарауих состоит из 20 ракатов, плюс эти дополнительные 4 раката в промежутке. Сколько это получается? 36. Итак, по его мнению, таравих состоит из 36 ракатов. Из-за этих дополнительных ракатов, которые люди могут делать сами по себе. Так он считал. Таковы традиции таравиха, которые сложились за много веков. Но в наше время это сложно увидеть. Я не думаю, что даже в Саудии, что даже в Харамайне оставляют длинный промежуток. Но это дает нам идею, где мы находились и что люди делали раньше. Итак,
Мы просим Аллаха Субхану ва Тааля дозволить нам лучше подготовиться к этому месяцу Рамадан, даровать нам баракат в это время, чтобы получить больше, чтобы совершить многие вещи, которые мы можем сделать заранее, чтобы мы могли реально посвятить себя Рамадану. Разумеется, среди нас есть люди, которые не могут работать в это время, как обычно, или выполнять свои задачи. Но еще раз, есть вещи, которые можно сделать заранее. Вам следует выполнить то, что можно сделать раньше, чтобы использовать остаток времени. Помните, способ внести баракат в наше время – это организовать время. Без организации времени у нас не будет бараката. Особенно тогда, когда вы устали и голодны, вам понадобится время, чтобы поспать. Выделите себе время, чтобы поспать. Организуйте его. Учтите это в вашем расписании. Имам Газали, рахимахуллах, упоминает очень ясно, что путем организации времени и придерживаясь расписания, можно привнести бараката в ваше время, и это проявится. Очень организованные люди обычно бывают очень продуктивными. Если мы хотим быть продуктивными людьми для себя, для нашей будущей жизни, иншаллах, этот мир скоро пройдет. Реальная жизнь будет в будущей жизни. Это очень важная вещь для каждого мусульманина – верить в следующую жизнь. Независимо от того, проживем ли мы еще в этом мире 5 лет, 10 лет, даже 100 лет, все равно реальная жизнь – это жизнь вечная, которая будет иметь значение. Мы просим Аллаха Субхану ва Тааля помочь нам, содействовать нам сделать эту жизнь продуктивной для следующей жизни, чтобы мы извлекли пользу из этой жизни для будущей, ради довольства Аллаха, простить наши грехи, простить наши ошибки, простить наши крайности, позволить нам стать ближе к Нему и сделать этот Рамадан источником приближения к Нему, которого у нас не было раньше. Azan.ru. Иман, ислам, ихсан. Подписывайтесь на наш канал.